День за днем корреспонденты нашего телеканала следили за событиями в республике и за ее пределами. И сегодня, подводя итоги этого интересного и полного событиями уходящего 2024-го, мы вспомним о самых главных из них. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. В этот раз подводить итоги года уходящего мы будем в достаточно необычном для нас формате. Мы вспомним каждый из 12 месяцев 2024 года. Проживем заново все самые яркие события, окунемся в масштабные преобразования, открытия и достижения. И открывает этот парад прошедших 366 дней январь. И начнем мы рассказывать про этот холодный, суровый, но богатый на события месяц международной повестки. В январе в Китае, в городе Шэньян, в провинции Ляонинь, открылся первый фестиваль-ярмарка российских товаров «Сделано в России». Это инновационный формат продвижения российских товаров, который, кстати, приурочили к китайскому Новому году. В мероприятии приняли участие более 130 компаний из порядка 30 регионов страны. Они представили около 1500 наименований товаров, среди которых сладости, напитки, натуральные молочные изделия, свежие морепродукты и многое другое. В первый день фестиваля жители города смогли встретиться с олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой, увидеть выступления российских артистов, посетить мастер-классы по гжеле и хохломе, продегустировать российские продукты. Ну а пока посетители выставки изучали русское народное творчество, в Якутске официально стартовало первое основное обучение программированию в школе 21. С момента открытия кампуса прошли уже 2 отборочных интенсива, в которых приняли участие более 400 человек, по итогам которого 122 участника были отобраны на курсы основного обучения в агентстве вместе с фотографами. Я, получается, училась в Москве, в нефтегазовой отрасли, то есть я инженер-механик. А сейчас я работаю ретушером, то есть я обрабатываю фотографии. Работаю непосредственно в агентстве и вместе с фотографами. Основной кампус открыт 24/7, поэтому участники могут учиться, пользоваться библиотекой, зонами для игр и отдыха в любое время. Как и в обычной школе, у них есть уроки и занятия. Однако вместо учителей выступают сами учащиеся. Такой метод назвали «равный равному». Между прочим, открытие школы – большой вклад в развитие в регионе креативной экономики. Как отметил глава Якутии Айсан Николаев в ходе послания Госсобранию Ултумен, уже в конце этого года эта отрасль очень быстро растет. Есть направление с огромным потенциалом. А уже в 2030 году в ней будут работать порядка 70 тысяч якутян. Самый широкий позитивный отклик у людей находят анимация и кино, обладающие огромным образовательным воспитательным потенциалом. В 1,5 раза за год увеличилось производство анимационного контента. Мультфильмы на родных языках транслируются на новом детском телеканале Току. В 2025 году планируется запустить анимационный акселератор, а в 2026 году открыть мультипликационный кластер в квартале труда. Мы гордимся успехами наших кинематографистов. В этом году 5-ю часть всех зарубежных наград российского кино завоевали наши якутские фильмы. Якутия – это, кстати, не только родина большинства стартапов и креативных решений на Дальнем Востоке, но еще и колыбель самого крупного наземного млекопитающего – белого медведя. Под конец месяца всю республику обошла радостная новость: у белых медведей в зоопарке Ортудайду родилась двойня – малыши Вилюй и Яна. Это случилось уже в 3-й раз у Колыманы. Вот, первую Харчану вы все знаете, наверное, в Ленинградском зоопарке живет. Алмаз живет в Хабаровском зоосаду. Вот. И эти медвежата, сейчас их главная задача – это расти, развиваться. Они только кушают и спят, вот, и свой вес набирают. И дальнейшая их судьба, конечно, будет определена позже. Вот, все животные, белые медведи в нашей стране, они перемещаются согласно программы сохранения белого медведя. Есть куратор программы, то есть это не продажа именно, а вот перемещение и формирование пар внутри Российской Федерации. Они вместе с матерью в течение почти всего года росли, познавали окружающий мир и оттачивали навыки грозного хищника, став настоящими жемчужинами зоопарка. И вот уже совсем недавно Вилюй в рамках программы обмена отправился в Екатеринбургский зоопарк и стал там, как признаются его сотрудники, самым лучшим подарком к Новому году.
чем у вас ассоциируется февраль? С окончанием зимы или с сильными морозами? Ну а может быть, с чередой самых разнообразных праздников? Но одно, я думаю, все знают точно, это самый короткий месяц в году, даже несмотря на то, что в 24-м к нему добавился один дополнительный день. Вероника Таюрская вспомнила, чем нам всем запомнился второй месяц зимы. 2 февраля президент России Владимир Путин в режиме видеоконференц-связи открыл новый корпус Якутского республиканского онкологического диспансера. Жители Якутии с нетерпением ждали введения в эксплуатацию здания общей площадью 25 тысяч квадратных метров. Онкодиспансер включает в себя поликлинику на 210 посещений в смену, а также стационар на 180 койко-мест. Корпус состоит из 4 блоков. Это стационарное отделение хирургического профиля, диагностическое и химиотерапевтическое отделение, а также центр лучевой диагностики. Онкодиспансер вмещает в себя 8 операционных, 2 из которых предназначены для проведения менее инвазивных вмешательств. Мы, жители Якутии, очень рады, что построили нам такой большой, просторный, светлый центр онкологии. Я со вчерашнего дня прохожу обследование. Меня встретили прямо вот у двери и за ручки. Прямо вот по кабинетам медсестры, работники вот повели. Высокоскоростной интернет пришел в Жиганск. 9 февраля глава Якутии Айсан Николаев торжественно запустил волоконно-оптическую линию связи в Жиганском районе. ВОЛС была протянута из села Кирова Вилюйского района до административного центра Арктического района. Протяженность магистрали составила 370 километров. Это позволило соединить районный центр села Бестях и Баханай сетями связи центральных районов республики в рамках первого этапа проекта «Синергия Арктики». Жиганский район, он первый район, подключенный в рамках этого проекта. Проделана огромная работа, 300 с лишним километров по бездорожью было проложен оптоволокно и подключен также Бестях, Баганай. В день образования Намского улуса на малой родине Максима Амосова в селе Хатырык открыли новый социально значимый объект – культурно-спортивный многофункциональный центр. В церемонии принял участие глава Якутии Айсан Николаев. В здании разместились спортивный комплекс, дом народного творчества «Сайдам» с актовым залом на 150 мест, детская школа искусств, библиотека с читальным залом и книгохранилищем. Я считаю, что так как проект, на самом деле, на мой взгляд, очень неплохой, удачный, его можно в последующем использовать как модельный и для наших районных центров, и для наших крупных населенных пунктов. Конечно же, я уверен, что поможет воспитанию и подрастающего поколения, молодежи. С 21 по 24 февраля с рабочим визитом в республику прибыл Юрий Трутнев. Заместитель председателя правительства, полномоченный представитель президента России на Дальнем Востоке провел совещание по реализации мастер-планов Якутска и Нерюнгри. Посетил креативный кластер «Квартал труда», ознакомился с продукцией резидентов ТОР «Патриотическая». Юрий Петрович посетил Высшую школу музыки республики. Особое внимание полпред уделил первому всероссийскому турниру по стрельбе на дальней дистанции, посвященному памяти легендарного снайпера Великой Отечественной войны, героя Советского Союза Федора Охлопкова. Мы постарались сделать так, чтобы это было максимально близко к реальности. И судьи, и стрелки работали в достаточно жестких условиях. В селе Едей Нюрбинского района состоялось открытие школы-сада на 25 и 10 мест соответственно. Социально значимое здание города носит имя общественного и политического деятеля Варвары Петровой. Первая свая была забита в 2019 году. Общая площадь комплексного здания составила около 800 квадратных метров. Строительство данного объекта осуществлялось в рамках инвестиционной программы республики «Добрые дела. Моя Якутия в 21 веке». Все эти мероприятия направлены на достижение и повышение качества наших граждан и наших юных граждан и создание благоприятных, комфортных условий для повышения качества образования. Последний день февраля ознаменовался традиционным посланием президента России Федеральному собранию. Тогда Владимир Путин объявил о запуске новых национальных проектов, обозначил вектор развития страны на ближайшее будущее, а также о продолжении действий программ льготного ипотечного кредитования. Так, сохраняется 2% ипотека для участников СВО в регионах Дальнего Востока, Арктики, Донбасса и Новороссии. В программу вошла и Якутия. Таким выдался февраль 2024 года.
На календаре март в Древней Руси до начала 15 века март считался первым месяцем в году. С него начиналось не только потепление, но и как будто бы вся жизнь. Начинали готовиться к началу рабочего сезона в полях, играли свадьбы и широко отмечали радостные события. Отчасти таким был март и в этом году. О нем подробнее моя коллега Надежда Саханская. Салют. Новостная повестка марта состояла преимущественно из событий политического характера. Тем не менее, в первый месяц весны 2024-го состоялся товарищеский футбольный матч между сборной России и Сербии, где наши одержали победу со счетом 4-0. Смотрим дальше. С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель с первой женщиной-космонавтом из Беларуси на борту. А человек, парализованный 8 лет назад с помощью чипа-импланта, и вовсе смог силой мысли играть в шахматы. Но давайте все-таки обо всем по порядку. Занимаясь ретроспективой, стоит вспомнить о том, что в начале месяца Владимир Путин сделал обращение к Федеральному собранию. Его еще потом назовут планом на ближайшую шестилетку. В общем-то, именно в рамках послания стало известно, что в стране появятся новые нацпроекты, которые коснутся ряда сторон жизни российского общества. Инвестиции в социальную сферу, демографию, технологию, инфраструктуру в рамках новых проектов Путин оценил как масштабные. Мы ставим цель к 2030 году объем инвестиций в ключевых отраслях должен прибавить 70%. Кстати, здесь у нас динамика хорошая. Хочется сказать, даже очень хорошая. Ну, хорошая. Каждое послание – это взгляд в будущее. Суммарно на выполнение нацпроектов правительство выделит более 2 триллионов рублей. Без внимания не останется и Якутия. Понравились также и, конечно же, очень важные инициативы в области поддержки муниципалитетов. Уверен, что вот эта реализация всего этого комплекса мероприятий, конечно же, сделают нашу страну еще более мощной, еще более сильной. И самое главное, это будет еще более такое, знаете, повышение качества жизни наших граждан. Кстати говоря, тезисы послания к Федеральному собранию нашли свое отражение в предвыборной кампании Владимира Путина. И, между прочим, у нас в стране в этом году впервые состоялись 3-дневные выборы президента России. Для многих якутян выборы что-то сродни празднику, и поэтому многие наши земляки, соотечественники креативили на избирательных участках как могли. Сегодня настроение хорошее, погода на улице очень хорошая, мне нравится, поэтому настроение приподнятое. Хорошее настроение, нормальное впечатление. Свой отдали голос, выполнили свой гражданский долг. Победу на выборах одержал Владимир Путин. Он набрал рекордное для российских президентских выборов абсолютное и относительное число голосов. Более 76 миллионов при рекордной явке в 77,49%. Все 35 комиссий представили нам протоколы. Соответственно, у нас было основание для подписания нашего протокола. После этого протокол и остальная избирательная документация направляется в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации. Якутия спортивная. В этом году состоялась и 5-я по счету спартакиада зимних видов спорта, а почетными гостями на ней были олимпийские чемпионы Ольга Зайцева и Никита Крюков. Они оставили нам незабываемые впечатления и мощный стимул подрастающему поколению. В первой группе чемпионом спартакиады в общекомандном итоге стал Якутск. Нерюнгринский район занял 2-е место с отставанием лишь в 1 очко. На 3-м месте оказался Алданский район. Среди северных районов победил Аймиконский улус, Верхоянский расположился следом за ним, а затем Среднеколымский район. Ну, а завершился март этого года еще одним интересным событием. Состоялась 2-я по счету битва блогеров и журналистов. И, кстати, в этот раз к противостоянию добавились еще и политики. Но, несмотря на конкурентную борьбу, победу одержали журналисты. Таким выдался март этого года, а я пошла работать.
Следующий месяц, апрель, по-якутски будет Мусустар, дословно месяц ледохода. Связано это отнюдь не с тем, что вскрывались реки, а с тем, что таяли глыбы льда, которые раньше использовались в окнах вместо стекол. Ну а вместе со льдом и снегом после долгой спячки как будто бы оттаивало и все вокруг. Так было и в году уходящем. Апрель 24-м стал одним из самых богатых на события месяцах. Их по порядку вспоминал Тимур Колмогоров. Апрель начался традиционно с изменений в законодательстве. Одним из таких стал запрет так называемых наливаек. С помощью этого изменения региональные власти смогут ограничить и даже запретить продажу алкоголя в точках, расположенных рядом с многоквартирными домами и прилегающими территориями, парками, детскими садами и площадками, школами. В этом году усиленно работаем по ЛЖКФ, ночным клубам, барам и иным алкоточкам, алкомаркетам. В этом году уже составлено 137 протоколов в отношении данных объектов и наложено штрафов на сумму 14 миллионов 700 тысяч рублей. Продолжилась реализация проекта «Чистая Арктика», в рамках которого с отдаленных северных районов вывозят металлолом. В этом месяце работа велась в Алаиховском и Устьянском районах, где было собрано и вывезено в специализированные центры по утилизации порядка 80 тонн металла. Проект «Чистая Арктика» у нас уже работает с 2021 года. Местное население, молодежь, школьники очень активно участвуют в этой работе. Ну и предприятия, которые расположены в тех или иных районах. Помогают техникой, есть специализированная техника, есть компании, которые специально собирают металлолом. Поэтому мы эту работу будем проводить планомерно из года в год. И в этом году уже 4-й год эта работа будет продолжаться. Кроме того, началось строительство здания школы номер 1, которое стало долгожданным событием для его коллектива и родителей. Объект планируют вывести в эксплуатацию в 2026 году. Новая школа станет местом обучения для звена начальных классов. Это 250 учащихся в смену. Я думаю, я успею создать время, когда построю эту школу. Я хочу ее увидеть, очень жду. Говорят, что в новой школе будут учиться начальные классы. Но я ожидаю то, что эта школа будет хорошим местом для их обучения. Мы думаем, что вот это вот новое здание для нас, для всех будет родным домом, таким же, как и старое здание. И я очень радуюсь, что это все-таки случилось. Столько лет боролись за то, чтобы вот это событие сегодня долгожданное все-таки случилось. Одним из главных событий в этом месяце, да и в целом, наверное, в году, стали Дни Якутии в Казахстане. Ключевым мероприятием стала презентация туристическо-инвестиционного потенциала Якутии. Результат презентации – подписание плана мероприятий о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-гуманитарном сотрудничестве двух республик. То, что сегодня происходит, презентация потенциала инвестиционного, экспортного и вообще Дни Якутии, которые проходят сейчас, пятидневка в Казахстане, для нас это большое значение имеет. Ну и ко всему прочему, общие исторические корни, родственные народам и тюркские. В рамках Дней Якутии прошли спортивные соревнования, представили якутские и ювелирные изделия. А как кульминация – первый показ оперы «Ниргун Ботур» за рубежом. Конечно же, зритель ожидает от такого эпоса, особенно в опере такого архаичного, такого консервативного такого, да. И когда эпос вдруг превращается в такой современный, обретает современные ритмы и краски, то оно, я уверен, вызывает такой куда больше интерес. Скалодром в спортивном комплексе Дарсун стал грандиозным спортивным объектом международного уровня. 16 метров в высоту и 30 в ширину. Это делает его одним из самых больших скалодромов на Дальнем Востоке. Скалодром в Якутске уникален сразу по нескольким причинам. Одна из таких – разнообразие трасс, скорость, трудность, болдеринг. Но их всех объединяет одно – правильная техника. Здесь необходимо следить за постановкой рук и ног, быть максимально сосредоточенным и уверенным в своих действиях. И самое главное – держать разум холодным.
И уж тогда любые вершины непременно покорятся. На календаре третий и заключительный месяц весны – май. Прекрасный и суровый одновременно. Даже известный русский классик Тютчев восхищался именно его разноплановостью. Помните про грозу в начале мая, которая грохочет в небе голубом, как бы резвясь и играя? Май в этом году, да и, наверное, как и прежде, выдался напряженным и непростым. Даяна Федорова вспоминала, как это было. Прогнозы не оправдались. Ледоход в этом году достиг территории Якутии на 4-5 дней раньше многолетних значений. Но это оказалось не единственным отличием. Вода пришла в села, которые не подвергались подтоплению десятилетиями. Ущерб от весеннего половодья в Якутии составил более 2 миллиардов рублей. Пострадали 27 населенных пунктов в Алекминском, Нюрбинском, Намском и Анабарском районах. В зоне затопления оказались около 4000 человек, в том числе 1119 детей. Повреждены объекты транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, энергоснабжения, сельского хозяйства, образования и здравоохранения. Больше всего от паводка пострадал Намский район. В зону затопления попали 13 наслегов. Хатырык и Графский берег оказались затоплены полностью. Из-за разгула стихии в республике был введен режим ЧС регионального уровня. Дом затопило вот отсюда. Ага, я специально, там мерили мы. Помогали наши волонтеры из села, мужчины, у которых был транспорт, лодочные моторы. Около 4000 гражданам оказана единовременная материальная помощь в размере 38 миллионов 98 тысяч рублей. Более 3000 гражданам оказана финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости в размере 268 миллионов 6 тысяч рублей. Тем временем уже 6 мая в Якутии был установлен пожароопасный сезон. Все силы и средства были приведены в режим повышенной готовности. По словам специалистов, в этом году из-за раннего схода снега и повышения температур уже в 20-х числах мая было зарегистрировано большое количество пожаров. Наиболее сложная обстановка сложилась в Алекминском районе. Именно здесь первым был введен режим ЧС муниципального характера. Уже в начале пожароопасного сезона здесь действовали несколько очагов труднодоступной местности. Несмотря на сложную обстановку, благодаря своевременной подготовке, площадь пожаров в этом году была в 13 раз меньше, чем в прошлом. Однако все равно составила более 3 миллионов гектаров. Для тушения этих пожаров было привлечено более 16 тысяч человек, более 9 тысяч сил лесопожарных формирований. К ним присоединились и местное население. Более 5000 было привлечено местного населения, за что им, конечно, отдельная благодарность, которые у нас не стояли в стороне, принимали участие в борьбе с лесными пожарами. Для борьбы с ландшафтными пожарами привлекли самолет-зондировщик. Он прибыл в регион в середине мая. Для искусственного вызывания дождей на борту самолета-зондировщика стоят установки по отстрелу патронов с йодистым серебром или пиропатронов. Работы были проведены с мая по август. Было выполнено порядка 66 полетов вместе с перелетами. Общий налет составил 225 летных часов. Мы план выполнили, Очень тяжелый был год. Уроки усвоены. Для улучшения ситуации в пожароопасном сезоне следующего года планируется увеличение количества камер видеонаблюдения и применение беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, планируют создать новые авиаотделения для увеличения охвата территории лесного фонда. По словам главы региона Айсена Николаева, в 2025 году финансирование мероприятий по тушению лесных пожаров в Якутии увеличится с 1 миллиарда 600 миллионов до 2 миллиардов 700 миллионов рублей. Эти средства будут предоставлены из федерального бюджета.
Май в Якутии не только месяц весеннего возрождения природы, но и период повышенной бдительности и готовности к борьбе с опасностями, связанными со стихийными бедствиями. Якутяне знают о рисках этого времени года и стараются быть готовыми к различным чрезвычайным ситуациям. Переворачиваем страницу календаря, и вот уже совсем другая картина. Светлые ночи, длинные дни, а самое главное – спокойствие и стабильность. Да-да, я не случайно упомянул здесь именно эти слова, ведь никакой другой месяц в году не начинается в один и тот же день недели, как июнь. Ретроспектива самого стабильного месяца в году у Виолетты Засимовой. Первый месяц лета в Якутии запомнился такими событиями, как визит президента России Владимира Путина в столицу республики, торжественное открытие 8-х международных летних детских спортивных игр «Дети Азии» и масштабный ЭСЭХ Туймады. Здравствуйте, здоровья ваше. Здравствуйте. Отлично. А вы даже на меня похожи. Да, не наваливаемся, ребята. Мы все друг на друга похожи. Все, пойдем в стадион смотреть. 18 июня в Якутске приземлился первый борт страны с Владимиром Путиным. Первым делом президент посетил квартал труда, где ознакомился с проектами в творческой и IT-сферах. Там ему продемонстрировали образцы продукции для нужд СВО, выпускаемые на предприятиях Дальневосточного федерального округа. Мы по праву гордимся тем, что у нас природные ископаемые. Первое место по добыче алмазов, второе место по добыче золота, третье место по добыче угля. Но самое ценное в Якутии – это, конечно, люди. Люди творческие, креативные, талантливые и по-своему такие упертые. Далее глава государства провел встречу с молодыми профессионалами, переехавшими работать на Дальний Восток, участниками программ «Земский учитель», «Земский доктор», «Муравьев-Амурский-2030», а также работниками культуры. В рамках программ развития Дальнего Востока предусмотрено финансирование более 8 триллионов рублей. И более 4 триллионов уже освоено. Работа-то идет. Состоялась рабочая встреча с главой Якутии Айсеном Николаевым. У нас сейчас как раз период праздника ЭСЭХ, якутского праздника благословения, солнцестояния. Нам помогала, и помогает, и будет помогать в нашей трудной, очень важной работе во благо нашей страны. В завершение своей поездки Владимир Путин посетил Высшую школу музыки, где ознакомился с ходом строительства нового корпуса, которое началось в апреле этого года по его поручению, а также послушал концерт, организованный учащимися и преподавателями. Первая свая нового корпуса была заложена в День Республики 27 апреля. Ректор Высшей школы музыки Надежда Зайкова презентовала Владимиру Путину проект будущего трехэтажного каменного корпуса, который будет состоять из 2 блоков – учебного корпуса на 240 учащихся и интерната на 150 мест. По итогам визита президент России поручил завершить строительство нового корпуса до конца 2026 года и выделить финансирование из федерального бюджета. 4 декабря был утвержден федеральный бюджет. По поручению президента Владимира Владимировича Путина правительство Российской Федерации включило в план федерального финансирования на эти годы строительство Высшей школы музыки в 2 этапа на 663 миллиона и 872 миллиона. Общий объем финансирования составляет 1,5 миллиарда. Свои вопросы и предложения первому лицу государства также озвучили учащиеся Высшей школы музыки. Например, Урсун Громов попросил поддержать включение первого международного конкурса фестиваля музыкального исполнительства «Симфония добра» в перечень олимпиад и творческих соревнований Министерства просвещения России. На сегодняшний день известно, что эта просьба выполнена, а само мероприятие состоится в июне 2025 года в городе Якутске. Стоит отметить, что лауреаты этого фестиваля войдут в состав первого молодежного симфонического оркестра Дальневосточного федерального округа. Я надеюсь, что в этот состав симфонического оркестра попадут наши учащиеся Высшей школы музыки. Также немного пообщалась с Владимиром Путиным юная Милана Петрова, которая 3-й год обучается игре на флейте. Я очень сильно волновалась. Я ему задала вопрос, какие у вас ассоциации с Якутией. Он рассказал историю, а потом спросил, учусь ли я здесь и на каком инструменте я играю. Я сказала, что я здесь учусь
и играю на инструменте флейта. Практически через неделю, 26 июня, на стадионе Туймада дали торжественный старт 8-м международным летним детским спортивным играм «Дети Азии». Мероприятие началось с парада спортсменов и судей. По традиции замыкала шествие хозяйка игр – сборная Якутии. Открытие посетил министр спорта России Михаил Дегтярев. Уверен, что игры станут большим праздничным событием для спортсменов, гостей и жителей Якутска. Далее гостям и участникам игр показали зрелищное театрализованное представление «Путешествие в арктическую вселенную», режиссером которого выступил Руслан Тараховский. В основу сюжета лег древний миф народа Саха о том, как бык победил коня, и из-за этого в Якутии лето стало короче. Вы создали своего героя! Всего в церемонии открытия были задействованы более 3500 человек из 24 районов республики. А трансляция была организована сразу на нескольких телеканалах: НВК «Саха», Якутия-24, Матч ТВ, Мамонт и Радио Татим. Новых спортивных высот. В этом году Сэх Туймада собрал более 230 тысяч посетителей, что составляет почти четверть всего населения Якутии. Почетными гостями мероприятия стали участники игр «Дети Азии», которые унесли с собой незабываемые впечатления от якутского традиционного праздника встречи лета. С Сехом Туймада вас, дорогие друзья, счастья, мира и благословений. И пусть слова Алгуса помогут всем нам. Одной из особенностей этого года стало впервые продемонстрированное сокращенное женское обрядовое действо «Белая благодать предзнаменования» – ритуальное состязание гадания на счастливую судьбу и материнство. Его исполнили 12 женщин из Нюрбинского улуса. Этот древний ритуал направлен на привлечение изобилия, благополучия и процветания рода и посвящен божеству Аигет по якутскому календарю. О, а вот и на календаре мой любимый месяц – июль. Жаркий, полный ярких событий и невероятной энергетики. А еще июль называют месяцем левшей, ведь по данным ученых в этом летнем месяце тех, кто пишет левой рукой, рождается больше, чем в любом другом. Каким был июль уходящего года, расскажет Айсена Бурнашова. Июль действительно яркий на события месяц. Летний, знойный, такой, что холодной зимой вспоминаешь про него и как-то теплее становится. Особенно жарко было на спортивной арене. В Якутске прошли международные игры «Дети Азии». 8-е игры «Дети Азии» вернулись на родину и объединили 30 команд из 25 стран мира. На протяжении 11 дней юные спортсмены выясняли, кто же из них лучше в легкой атлетике, волейболе, стрельбе, боксе и остальных 20 видах спорта. Лидером медального зачета стала сборная Узбекистана. На втором месте сборная Сибирского федерального округа. Республика Беларусь вышла на 3-е место медального зачета. Один континент, одна команда! В июле удача была и на стороне археологов. В Якутске нашли 9 уникальных берестяных грамот эпохи Петра Великого. Они пролежали под землей почти 300 лет, сохранились благодаря вечной мерзлоте. Их нашли на пересечении улицы Каландрашвили и переулка Марка Жиркова. Настоящее историческое открытие. Ранее ни в республике, ни на всем Дальнем Востоке подобных артефактов просто не находили. Попался сверточек. Разворачивать его я не стал. Сказал, наверное, грамоту берестяную нашли. Она нет, ну какая грамота, здесь такого быть не может. Ну, на бересте расписали, значит, наверное, может. Якутские грамоты написаны чернилами с скорописью 17 века. Они относятся к архиву воеводской канцелярии, который был утрачен в ходе пожара 1700 года. В старину на месте раскопок располагался Якутский острог. Береста влажная имеет свойство становиться волнистой, сгибаться по ее естественному изгибу, то есть вот по дереву. Позже выяснится, находок куда больше, а грамоты – это листы одной ясачной книги.
В Тверской области также прошли раскопки. В роли поисковиков выступили участники дальневосточной смены лагеря имени Федора Охлопкова. Военные артефакты поднимали в местах Ржевской битвы. Военная форма, каски, оружие, боеприпасы – это лишь малая часть находок поисковиков. Одним из редких предметов считается солдатский медальон. Найти его – большая удача. В 4-й смене удалось это сделать. Мы нашли медальон в этом году, но он оказался пустой. Причем для медальона есть соответствующие правила. Но главная задача – найти останки без вести пропавших солдат. В этом году ребята подняли 6 красноармейцев. На самом деле, чем меньше, тем лучше. Я считаю, что когда в 3 раза меньше стала цифра, значит, поисковые отряды работают продуктивно. Чувство патриотизма, желание отдать дань памяти солдатам Великой Отечественной войны объединило около 60 человек. Это студенты из Дальнего Востока, Донецкой Народной Республики, Херсона и Запорожья. Я даже не знаю несколько слов на якутском. Вот, да. Баста. Следующая смена лагеря Охлопкова, юбилейная, 5-я по счету, откроет свои двери в июле 2025 года. Из Якутии нас много. Это студенты из СВФУ, АГИКИ, АГАТУ и Чевкис. Всего якутян 20 в этой смене. Как красиво украсили столицу! Москва готова встретить Новый год. А вот якутский состоялся еще в июле, летом в парке Коломенское. Национальный праздник СЭХ прошел в 17-й раз и собрал почти 17 тысяч гостей. Якутский хамус. Якутские наряды. Это мой родовой наряд якутский, он мне очень нравится. И, конечно, якутские обряды. Лейтмотив праздника – единение. У нас здесь 3 героя Российской Федерации пришли сегодня с нами разделить этот праздник. Вот так, Якутия, мы тебя любим! Ура! Таким был июль уходящего года. До новых встреч в 2025! Август – это время пожинать то, что вы посеяли в буквальном смысле этого слова. Это месяц сбора урожая и подготовки к осени. Назван он по имени римского императора Августа, который был известен своей человекоцентричностью. Моя коллега Сарглана Неустроева о том, почему последний месяц лета уходящего года получился отчасти именно таким же. Сегодня в Якутии проживает порядка 34 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается свыше 110 тысяч ребят. Я не буду говорить о том, что все они уже представляют потенциально уязвимый слой населения. Но в период самой крупной и ежегодной социальной кампании страны «Подготовка к школе» они особенно чувствительны в финансовом плане. Именно поэтому укрепление семейной политики – приоритетная задача государства. Так, в августе к уже имеющимся мерам поддержки были добавлены новые – бесплатное горячее питание в школах и проезд в общественном транспорте, а также льготы в виде 30% от общего размера платы за жилищно-коммунальные расходы. Выплата предоставляется без учета доходов многодетной семьи, но сумма выплаты будет учитываться в доходе семьи при назначении других мер поддержки. С августа этого года единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей полагается и студентам среднего профобразования из многодетных семей с оговоркой: обучаться необходимо перспективной и востребованной профессии, обязательно очно и на платной основе, а возраст студента не должен превышать 23 года. Хочу отметить, что внесены изменения в закон Республики Саха-Якутия о статусе многодетных семей, в соответствии с которым подтвержден бессрочный статус многодетных семей на территории нашей республики. Учеба – это важно, но и отдыхать надо уметь. Так, в Нерюнгри стартовало строительство культурного парка. Место обещает стать центром притяжения для жителей и гостей района. В свое время этот проект общественного пространства стал победителем всероссийского конкурса и получил на реализацию 150 миллионов рублей. Срок строительства – 2 года. Парк будет представлять из себя 3 участка – тихий сквер, событийная аллея и активная зона. Начаты работы подготовительные, земельные, это отсыпка грунтом, траншеи под сети электроснабжения, установка опор освещения должна нам в этом году выполнить эти работы. В этом году мы решили пока не трогать сквер матери и ребенка, а там начать демонтаж уже на следующий год.
Предлагаю из столицы Южной Якутии перенестись в Москву. Туда на поля форума «Армия-2024» прибыла команда из 12 якутских разработчиков с по-настоящему внушительным арсеналом. Причем некоторые образцы представленных на мероприятии изобретений уже прекрасно зарекомендовали себя в реальных боевых условиях. Например, перископный прицел ЛИС. К августу уже 800 таких устройств было отправлено в зону боевых действий. Оценить бойцы успели и преимущество якутского электрического мотоцикла «Тимир-Ат». Самый большой плюс его – это бесшумность и меньшая потребность обслуживания. То есть там масла не нужно, там менять ничего не надо, там, и минимальное обслуживание. То есть, и плюс еще его не видит тепловизор. То есть там ничто не нагревается, ничто не шумит. Мотоциклы, дроны, прицелы и самоходные наземные устройства неоценимы на передовой. В тылу же необходима помощь другого порядка. Здесь свой вклад внесли разработчики учебно-научно-технической лаборатории «Технология полимерных нанокомпозитов» СВФУ. В Москве ученые представили уникальные соединения, имплантат для устранения дефектов черепа, бронепластины с антирикошетным эффектом. И это не все. Также на выставку привезли мы вкладыш суставного имплантата, эндопротез, так называемый. Видите, это у нас опытно-промышленный образец. Проект продолжает свою деятельность. Сейчас выходим на стадию доклинических испытаний, так как это чисто медицина. Данный проект проводится совместно с нашим медицинским институтом. Готовность к защите Отечества надо взращивать с малых лет. И теперь у Якутии для этого есть все ресурсы. К августу этого года завершилось строительство нового корпуса кадетской школы. Основной упор при проектировании здания сделали на военно-спортивное направление обучения. Вне сомнений, новый учебный корпус расширил доступ детей к получению качественного образования, отвечающего всем современным вызовам. Я знаю, что вы сейчас ждете. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. Да, именно так. На календаре уже сентябрь, первый месяц осени, раскрашенный в яркие цвета, наполненный детским смехом и новыми начинаниями. Все события сентября воедино собрала Дарья Короленкова. Сентябрь 2024 года стал месяцем масштабных событий, которые определят будущее Дальнего Востока и Якутии. Центральным событием, безусловно, стал Восточный экономический форум. Более 4000 участников из 40 стран Азиатско-Тихоокеанского региона собрались под девизом «Новые контуры международного сотрудничества». Форум охватил 7 ключевых направлений – от транспортной логистики и цифрового суверенитета до развития кинематографа и спорта. Развитие Дальнего Востока, объявленное президентом Владимиром Путиным абсолютным приоритетом 21 века, активно реализуется. К примеру, Якутия амбициозно нацелена на стимулирование местного производства с помощью инновационных технологий и выход на мировые рынки. Инвестиционный климат мы поддерживаем на должном уровне, на высоких таких стандартах для того, чтобы инвесторы чувствовали, во-первых, надежность, во-вторых, конечно, они в полной мере могли воспользоваться всеми перспективами. Первое, что нам необходимо и над чем мы сейчас активнейшим образом работаем, это инфраструктура для бизнеса. Это и транспортная инфраструктура, это инфраструктура мер поддержки, ну и, конечно, это экосистема инновационных решений, которые позволяют быстро включаться в процесс ведения бизнеса. Всего на Восточном экономическом форуме этого года подписали 30 соглашений, общий объем инвестиций по которым составляет порядка 130 миллиардов рублей, что превышает показатели прошлого года. И плоды уже видны. В сентябре Якутск получил партию новых автобусов, работающих на сжатом природном газе. 19 единиц, которые значительно обновят городской транспорт. За весь период городской автобусный парк Якутска пополнился более чем на 150 единиц техники, благодаря программам льготного лизинга. На данный момент получили те ООО, у нас 18 ООО работает на наших городских маршрутах. У нас получили 6 ООшек. Это те маршруты, которые, допустим, как сказать, в 2022 году у нас было обновление вектора, вот красные мы тоже получали. Там большое количество сейчас работает на 14 маршруте.
в этом году вот эти автобусы у нас идут на те маршруты, которые как бы не получали. Более того, в День знаний в Якутии в рамках национального проекта образования открылось 2 школы. Танаринская школа в Кобяйском Улусе и новый учебный корпус Якутской кадетской школы. Трехэтажное здание, строительство которого началось в 2022 году, наконец открыло свои двери детям. Школа-интернат состоит из 2 блоков и рассчитана на 200 мест. Светлые классы оборудованы современной техникой, мебелью, а в спортивном зале сделали скалодром. Конечно же, я уверен, что эта школа, это здание станет сейчас центром подготовки как раз по патриотическому воспитанию для всего города Якутска, так как именно на его базе у нас организован центр «Авангард». И, безусловно, здесь тысячи и тысячи наших ребят пройдут дополнительную подготовку. И считаю, что в этот период непростой для нашей страны, когда мы боремся за развитие страны, за свободу нашей страны, боремся с фашизмом. Конечно, появление таких знаковых, замечательных объектов, которые будут способствовать не только получению каких-либо специальных знаний, но будут помогать воспитывать настоящих патриотов Родины. Всего в Якутске в 2024 году планируется завершить строительство 5 школ. Среди них школа на 990 мест в микрорайоне ДСК, пристрой школе номер 29 на 350 мест, адаптивный образовательный комплекс на 550 мест и новое здание специальной коррекционной общеобразовательной школы номер 4 на 180 мест. Кроме того, активное строительство образовательных учреждений также ведется в небольших населенных пунктах на 150 мест в селе Бяськюль горного района, школа на 165 мест в селе Ботул Верхневилюйского района, школы-сады на 80 и 40 мест в селе Сайды Верхоянского района, школа на 150 мест в селе Тумул Намского района и школа на 60 мест в поселке Заречный Алекминского района и школа-сад на 10 и 25 мест в селе Едей Нурбинского района. Но это еще не все. Якутия порадовала не только открытием школ и новыми пространствами. Так, в столице республики открылась первая лаборатория искусственного интеллекта. Она будет работать над созданием и технологий для решения важных социальных задач. Интеллекта мы не начнем, мы уже в рядом направлении работаем. Это, конечно, институт математики, информатики, физико-технический институт. Но, как я уже говорил, это искусственный интеллект, это не только это не программирование. Просто надо знать, что искусственный интеллект надо учить многими знаниями. И мы, как федеральный университет, как классический университет, будем свои знания включать именно базу данных этого искусственного интеллекта. Сентябрь 2024 года показал, что Якутия не просто следует курсу развития Дальнего Востока, а задает новые амбициозные темпы, используя результаты Восточного экономического форума и привлекая передовые технологии. Будущее Якутии точно за инновациями и смелыми решениями. В современном календаре октябрь – 10-й месяц года, а вот у древних римлян он был 8-м. Отсюда и название «окто» в переводе с латинского «8». На Руси октябрь называли листопад, что даже не требует пояснений. Именно в этот месяц массово опадают листья. Но в Якутии октябрь уже считается ранней зимой. Земля замерзает, скот загоняет в зимовье, время, когда начинают топить печи, забивать скот и помогать ближнему. Республика, кстати, в течение октября активно оказывала помощь всем, кто в ней нуждается. Какую именно, знает Александр Хавренко. В октябре произошло одно из главных событий для нашей столицы – это открытие обновленной площади Ленина. Дизайн новой площади был заложен в мастер-план города Якутска. И вот в октябре под прицелами многочисленных камер и фотоаппаратов жителей столицы площадь наконец-то была открыта и стала по-настоящему украшением нашего города. О том, какие еще события произошли в октябре 2024 года, я расскажу вам далее. Наверное, нет в нашей республике человека, который бы не восхищался стойкостью и упорностью прославленной спортсменки Анастасии Диадоровой. Анастасия – серебряный призер Паралимпийских игр 2008 года, двукратная чемпионка мира и Европы. В 2024 году спортсменка приняла решение завершить карьеру. Свой золотой прощальный заплыв она провела в родной Якутии. Для меня это как поставить точку в конце главы, наверное, какой-то своей жизни. Поэтому я очень рада, что смогу разделить этот момент на своей родной республике с жителями. И я очень рада всем, кто пришел поддержать, посмотреть воочию, как я плаваю.
Мастерство Анастасии наверняка придаст сил и мотивации будущим чемпионам, которые в скором времени приступят к тренировкам в обновленном спортивном комплексе с бассейном в городе Докучаевск Донецкой Народной Республики. С февраля текущего года этот город является подшефным для нашего региона. За это время было отремонтировано множество объектов, самым крупным из которых, не только в Докучаевске, но и во всей Донецкой Народной Республике, стал спортивный комплекс. Ход работ на подшефных территориях контролирует лично глава республики Арсен Николаев, который в октябре посетил город с рабочим визитом и отметил, что на всех объектах, включая и спортивный комплекс, идут работы со значительным опережением графика. Хочу особо подчеркнуть, что планировалось это сделать до конца 2025 года, но благодаря хорошей серьезной работе строительных компаний, хорошей контролю, помощи страны и правительства Российской Федерации и Донецкой Народной Республики, мы сейчас уже можем говорить о том, что строительные монтажные работы в основном будут закончены уже до Нового года. А в первом квартале, после уже окончательного, ну, скажем так, дооборудования, поставки оборудования, которое здесь тоже будет абсолютно все новое, этот замечательный спорткомплекс будет открыт, и он, уверен, станет гордостью не только Докучаевска, но и всей Донецкой Народной Республики. Также в Докучаевском городском округе почти завершен ремонт в Доме культуры, а в 2005 году начнется ремонт во Дворце культуры имени Пушкина, где, кроме всего прочего, будет установлено оборудование Extra Cinema, которое позволит докучаевцам смотреть кино на большом экране. В Якутии, благодаря системе Extra Cinema, только в октябре было открыто 40 кинозалов. Долго готовились к этому моменту. Да? Дело в том, что после того, как нас поддержал Фонд национальной технологической инициативы, у нас было условие в договоре о том, что необходимо нам 40 залов в течение 90 календарных дней запустить. И вот эти 3 месяца у нас упорного труда мы вместе со всеми муниципалитетами всю эту работу провели, и сегодня такой действительно торжественный, волнительный момент. Вот в настоящее время около 6 тысяч человек находятся в залах и ожидают запуска наших новых кинозалов. Одним из первых фильмов, которые показали в новых кинозалах, стала работа Михаила Лукачевского «Триумф», рассказывающая историю легендарного тренера Дмитрия Коркина и его учеников, будущих чемпионов и призеров Олимпийских игр Романа Дмитриева, Павла Пенигина и Александра Иванова. Проект амбициозный, можно сказать. Мы, конечно, хотели очень много чего как реализовать, да? Идей, замыслов было очень много, но за такой короткий срок, за такие возможности мы постарались максимум. Ребята работали каждый день без выходных. Получается, мы только в прошлом году снимали, и через год уже выпускаем. Наверняка фильм «Триумф» ждет такой же зрительский успех, как и фильм «Рядовой Черен», рассказывающий о снайпере из Якутии во времена Великой Отечественной войны. О снайперах из Якутии на фронтах ходили легенды, и поэтому всероссийский турнир по снайпингу уже во второй раз проводился в Якутске на снайперском полигоне «Сулус». У турнира есть своя цель. Это возрождение и совершенствование школы снайперской подготовки в России. Это даст нам возможность сделать нашу страну сильнее, потому что сегодня снайперы вносят большой вклад в зоне специальной военной операции. Мы не хотим делать квалификацию проще и там стелить какую-то дорожку, потому что здесь-то мы постелим любую, а в зоне специальной военной операции требования будут высочайшие. Ноябрь – месяц расстановки приоритетов. Например, в республике был принят бюджет региона на 2025 год. Проведен 3-й федеральный форум «Цифровой алмаз», на котором подписали стратегически важные решения, и завершился месяц стартом фестиваля «Зима начинается в Якутии». Обо всем по порядку расскажет моя коллега Марферина Алексеева. Главный финансовый документ социально ориентированный. 45% – это расходы на социальные обязательства. По сравнению с прошлым годом увеличение составит около 38 миллиардов рублей. Доходная часть бюджета – 329 миллиардов 259 миллионов рублей. Повышение
заработный плат указанным категориям. Это увеличение на 16% МРОТ в следующем году с 1 января 2025 года. Ну и, конечно, мы продолжим устойчивый курс на повышение индексации заработных плат для соответствующих категорий граждан. Достигнут исторический максимум. Почти на 10 миллиардов рублей увеличили бюджет Фонда обязательного медицинского страхования. Рост размера субвенций в полном объеме позволит обеспечить потребность населения Якутии в бесплатной медицинской помощи, повысить ее доступность и качество. Все моменты, которые есть, все новеллы, они учтены, и, собственно, мы будем работать над этим. И это, конечно, благодаря очень большой содружественной работе главы республики Айсена Сергеевича Николаева, последовательно, и нескольких созывов депутатов Государственного собрания и ЛТУМН. Предусмотрены средства и на поддержку сельского хозяйства. Увеличено финансирование строительства и модернизации сельхозобъектов, развитие домашнего оленеводства. На эту сферу выделят свыше 15 миллиардов рублей. Бюджет дорожного фонда принят с нарастающей. Будет выделено около 11 миллиардов рублей. Всего членами-законодателями рассмотрено 650 поправок. Огромное количество поправок, которые поступили в рамках бюджетного процесса, говорит о том, что было очень много споров и дискуссий. Но самое главное, что мы пришли к общему знаменателю. Важно, что правительство приняло решение не начинать какие-то новые стройки, а именно закончить начатые. Это правильно абсолютно, потому что можно очень много иметь свайных полей, а по факту объекта не будет. Надо завершить и начинать уже новое. Эксперты со всего мира съехались в Якутск, чтобы обсудить вопросы развития цифровизации и новейших технологий на форуме «Цифровой алмаз». Целей и задач у форума множество. От опережающего развития высокотехнологичных отраслей до увеличения доли отечественного программного продукта и роста охвата жителей высокоскоростным интернетом. Яркий пример – открытия линии ВОЛС. По итогам соглашений, подписанных на полях форума в прошлом году, уже в этом быстрый и качественный интернет стал доступен жителям труднодоступных сел Тяня и Беськёль. Еще недавно это было на уровне мечты. Конечно, данный проект – это амбициозный проект. И, по сути, это было почти мечтой, так как расстояние и расположение сел не предполагало в ближайшем времени реализовать данный проект. Порядка 170 миллионов вложила в исполнение этой мечты золотодобывающая компания Nordgold. Прокладка кабеля особой прочности заняла рекордно короткие сроки. Можно было поверить, что такой большой проект может быть реализован так быстро, всего лишь за 1 год. И действительно, это получилось. Спасибо большое всем, кто приложил к этому руку. Мы даже не представляли, что за такой короткий срок можно провести столь масштабные работы по подключению интернета. Ведь наш наследник трудоступный и находится 200 километров от районного центра. Я рад, что с сегодняшнего дня 2 наших отдаленных наследника вступают уже в цифровой мир, в мир, где безграничные возможности. Телемедицина, электронный документооборот, электронные сервисы. Доступно все. Запуск разрешаем. Один из самых ожидаемых событий – фестиваль «Зима» начинается с Якутии, также стартовал в ноябре. Начался он с международного конкурса ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии». В конкурсе приняли участие 20 команд. Среди них талантливые скульпторы из Монголии, Китая, регионов России, Хабаровского и Приморского края. Также в рамках фестиваля прошел конкурс «Строганина». Участие приняли 16 команд из разных районов республики. Они представили на суд жюри свои блюда из северной рыбы, а также продемонстрировали мастерство строгания. Ну а кульминацией фестиваля и началом праздничного декабря стало зажжение первой в России новогодней елки. Елочка, зажгись! Традиционно декабрь – это месяц, когда подводят итоги, а миллионы людей начинают готовиться к праздникам. Но даже в такой период предновогодней суеты нашлось время для значимых событий, благодаря которым запомнится год уходящий. Так каким был последний месяц 24-го, знает Максим Кардозо.
Раз, два, три. Елочка, зажгись! Декабрь – месяц традиций, и в этом году вот уже в 13-й раз стартовал фестиваль «Зима начинается с Якутии». Торжественно зажглась первая в стране новогодняя елка, предвещая самый волшебный период в году. Елка похожа на настоящую. Да, круто очень. Новый год как бы самый главный праздник. 5000 человек, новое убранство главных площадей, расширенная программа фестиваля. Сегодня он стал настоящим притяжением для туристов. Кстати, о развитии туристического потенциала республики говорил и глава Якутии в своем послании парламентариям. Глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Послание главы – это тоже декабрьская традиция. В обращении был сделан акцент на экономике. Рост в промышленности превысил среднероссийский почти в 2 раза. Сохранились достигнутые позиции по добыче основных экспортируемых товаров – алмазов, нефти и природного газа. Также Якутия впервые заняла 2-е место в стране по добыче угля. На Эльгинском угольном месторождении введены в эксплуатацию 7 обогатительных фабрик общей мощностью в 38,5 миллионов тонн. В ноябре этого года завершилось строительство Тихоокеанской железной дороги, открыв грузом из Якутии прямой выход к Охотскому морю. В послании коснулись всех направлений, которые станут драйверами развития Якутии в ближайшие годы. Продолжится строительство социальной инфраструктуры, поддержка семей, патриотическое воспитание. Так, наступающий 2025 в Якутии объявлен годом защитника Родины. Чтобы истинные ценности патриотизма обрели еще большую значимость, я объявляю 2025 год в Республике Саха-Якутия годом защитника Родины. Еще один мегапроект запустили в декабре. В Якутии дали старт промышленной эксплуатации магистрального газопровода Кызылцир-Мастах. Позвольте начать пуск. Разрешаю. Третья завершающая нитка газопровода имеет протяженность 84 километра. Ее начали строить еще в конце 90-х, но проект был законсервирован. Разморозить стройку удалось 2 года назад. Всего на объекте работали более 200 человек и 40 единиц техники. Благодаря новой ветке газопровода почти 500 000 жителей Центральной Якутии будут обеспечены надежным газоснабжением. Хочу пожелать вам, чтобы это был очередной проект на пути реализации масштабной газификации Якутии. Куда же без якутского кино? В декабре в Москве подвели итоги Дальневосточной кинопремии. 7 из 14 картин-номинантов были сняты в нашей республике. Кинокомпания «Саха-фильм» получила награду за вклад в развитие индустрии, а Любовь Борисова за ленту «Не хороните меня без Ивана» признана лучшим режиссером. Люба, она такое достояние Якутии. Вот ее все знают, как бы она уникальная абсолютно. Это заслуженный приз. Отдельно стоит отметить премьеру другой картины. «Алдан» — это первый художественный фильм в нашей стране про СВО на большом экране. И его авторы — якутяне. Премьера состоялась в Москве на площадке Национального центра «Россия». Я сына жду. Хочу назвать твоим именем. Алдан. Драма, боевик, блокбастер «Алдан» — это картина, основанная на реальных событиях. Сюжет фильма строится вокруг IT-предпринимателя из Якутии, который отправился на спецоперацию добровольцем. Артерия не задета, все нормально будет. Съемки начались ровно год назад. Часть провели в нашей республике, причем используя новые технологии. Часть общих планов отсняли непосредственно на Аласе, на Натуре. А крупные планы мы сняли в квартале труда в студии, в XR-студии в нашей новой. Ну и какой же декабрь без новогодних традиций дарить подарки? По всей республике прошла акция «Елка добра». Ей уже 8 лет. Каждый желающий мог стать на время волшебником, взять открытку с дерева и исполнить мечту ребенка. Больше 2000 детей, а это воспитанники коррекционных школ, домов-интернатов, получили частичку чуда от неравнодушных людей. Потому что Новый год должен быть непременно у всех. Не только у нас, но и у ребят, которые оказались в сложной ситуации. И вообще дарить гораздо важнее, нежели получать. Таким был декабрь. Впереди 2025 год и самое время загадывать желания. Таким был уходящий 24-й год, полным взлетов и побед. Все намеченные планы выполнены, цели достигнуты, а значит, пора двигаться в год наступающий, который также будет наполнен значимыми событиями. О них обязательно расскажут наши корреспонденты, ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и с наступающим 2025 годом.